Благовещение Пресвятой Богородицы – один из 12 основных православных праздников. Почти все из них посвящены главным событиям земной жизни Христа и Его Матери Девы Марии, о которых повествует Священное Писание. Именно с Благовещения начинается история земного воплощения Спасителя, поэтому этот праздник особенный для христиан. До 14 лет Пресвятая Дева Мария жила и воспитывалась в храме. Затем, по закону, она должна была оставить храм, как достигшая совершеннолетия, вернуться к родителям либо выйти замуж, как хотели священники. Но Мария объявила им о своем обещании Богу остаться навсегда девою. Тогда ее обручили с дальним родственником, старцем Иосифом, славившимся своим благочестием. Он должен был оберегать ее невинность и чистоту. Живя в галилейском городе Назарете, в доме Иосифа, Пресвятая Дева Мария вела такую же скромную и уединенную жизнь, как и при храме. Спустя 4 месяца к Деве Марии явился архангел Гавриил и сказал: «Радуйся, благодатная, Господь с тобою, благословенна ты между женами». Архангел Гавриил возвестил ее, что она обрела величайшую благодать у Бога – быть матерью Сына Божия. Мария со смирением приняла эту весть. Таким образом, она, как учит Церковь, показала всем верующим пример покорности Господу. Сегодняшний день – это начало нашего спасения. Господь Бог через ангела вещает Богородице, что она родит, и сына назовет она Иммануил, Спаситель, Царь мира, и Христос, истинный Бог наш, дает возможность нам участвовать в бессмертии. Поэтому Богородица – это который молится за нас, Сыну Своему, Богу нашему Христу, чтобы народ наш, христолюбивые обазги, чтобы вернулись на тот путь, который ведет их в жизнь вечную. Узнав, что Мария носит ребенка, Иосиф тайно хотел отпустить ее, но ангел Господень явился ему во сне и сообщил, что ребенок от Святого Духа. Тогда Иосиф поступил, как ему велел ангел, принял жену. У них родился сын, и нарекли его Иисусом, как предсказывалось. В Сухумский кафедральный собор Благовещения Пресвятой Богородицы на богослужение пришло немало верующих. Для них праздник Благовещения особенно важен. Здоровья всем, единства в нашем мире, поменьше войн. Главное, чтобы все к Богу пришли и понимали, осознавали сердцем, что это есть добро. Для меня это очень большой праздник. Я желаю всем здоровья, долгих лет жизни, чтобы у всех все было хорошо. С праздничком. Мы приехали из Москвы, уже второй раз приехали. Мы приезжали в январе, вот сейчас приехали второй раз. Мы никогда не думали, вы понимаете, что настолько светлая Абхазия станет для нас второй родиной. Сегодня праздник Благовещения, благостная весть сегодня всем нам. Понимаете, что мы объединяемся, что в мир в наших сердцах, в нашем большая любовь вот возникает вокруг нас, во всех большая любовь. И мы радуемся и благодарим Бога, Божью Матерь, что они нас объединяют, и то, что мы здесь. Сегодня не в Москве, а именно здесь с вами. Я сегодня плакала на службе, потому что служба необыкновенная, люди необыкновенные. И сама Абхазия просто необыкновенная. В день праздника Благовещения Пресвятой Богородицы верующим разрешается есть рыбу. Это первое послабление за Великий пост. Впереди еще один большой праздник – вход Господень в Иерусалим. А там остается всего неделя до главного христианского праздника – Светлого Христова Воскресения. Алика Трапшильдар Дамиров, Абхазское телевидение.